Ядерный удар в любой момент. В Киеве сделали заявление, есть ли риск атаки в ближайшее время. Россия открывает второй фронт. Детали тайных переговоров Путина. Зеленский обратился к военным. Новый военный блок в Центральной Азии. Москва теряет влияние в регионе. Кто выходит на первый план? Хозяин Кремля собирает срочное совещание, касающееся экономики, пока в стране резко выросли протестные настроения. В России зреет новый масштабный бунт. Об этих и других самых главных событиях утро субботы, 16 мая. Факты, которые имеют значение. В эфире «Нехта», крупнейший русскоязычный новостной канал на YouTube. Я Алексей Бурлаков. Поехали. Россия может нанести ядерный удар в любой момент. Технически. Об этом заявил глава офиса украинского президента. Российский ядерный потенциал позволяет Кремлю ударить на любом расстоянии. Но вот будет ли Кремль на такое идти, вопрос открыт. Россия, безусловно, обладает возможностью нанести ядерный удар в любой момент и на любой дистанции. Ее ядерные возможности позволяют выполнить такую задачу. Но это прежде всего вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал. Украина развивается гораздо быстрее, потому что она находится в состоянии войны, но готова делиться своими знаниями с партнерами. А Путин снова вспоминает стратегическую безопасность, выход США из договора по ПРО и комплекс «Орешник», который теоретически можно оснастить ядерными боеголовками. НАТО уже обвиняет Россию в безответственной ядерной риторике и нарушении договоренностей по контролю над вооружениями. Снова Беларусь в центре российского плана вторжения. Москва опять пытается втянуть Минск глубже в войну. Новые операции с белорусской территории не только против Украины, но и потенциально против НАТО. По данным Киева, между российскими представителями и Лукашенко были тайные переговоры, на которых диктатора пытались склонить ко вторжению. В частности, пишет президент Украины, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север с территории Беларуси, то есть либо в Черниговско-Киевском направлении в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями переговоров между Россией и Белоруссией. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение. Зеленский поручил силам обороны и спецслужбам усилить это направление и подготовить планы реагирования. Но не только это. Еще поручил подготовить удары в ответ по российским целям и заявил, что сейчас Россия может готовить покушение на самого Зеленского и все украинское руководство. Планы, говорит, есть давно, и сейчас они могут начать их выполнять. Есть у нас и российские документы, в которых предлагают цели для ударов по Киеву. Удары по Киеву и другим нашим городам, по политическим и военным объектам. Туда, где может находиться руководство армии, правительства, в том числе здесь, на Банковой. Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались. Ищут, где мы находимся, где бываем. То же самое по другим людям из украинского руководства, разведки и наших спецслужб. Страна НАТО снова поднимает истребители. Так Финляндия реагирует на дроны, которые летали прямо над столицей. Ситуация была настолько серьезной, что спасательные службы призвали почти 2 миллиона жителей региона Уусимаа оставаться дома. На время инцидента впервые закрывали аэропорт Хельсинки, но позже власти заявили, что угроза снята и работа возвращается в нормальный режим. Премьер Финляндии Петри Орпо отреагировал: это одна из тех ситуаций, которые мы не можем допускать. Многие финны проснулись этим утром из-за предупреждения беспилотников для региона Уусимаа, выпущенного ночью экстренными службами Министерства внутренних дел. Некоторые, возможно, проснулись от рева истребителей Хорнет в небе. Эта ситуация возникла потому, что рано утром власти получили информацию о том, что беспилотники могут отклониться и войти в воздушное пространство Финляндии. Пока неизвестно, были ли эти дроны связаны с теми инцидентами, когда украинские беспилотники, направленные по целям в России, залетали в воздушное пространство Финляндии и стран Балтии. Север Европы больше не считает небо спокойным.
Путин собирает срочное совещание «Экономика в беде». Правда, на самом совещании об этом не говорят. Совсем наоборот, все хорошо. Даже безработица на историческом уровне. Но тут хотя бы понятно почему. Рабочие руки ушли на фронт, в оборонку, в силовой сектор или просто исчезли с рынка труда. Заводы могут получать заказы, но все сложнее находить тех, кто будет их выполнять. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым. Скорее всего, в Кремле показали этот набор успешных успехов для будущего Петербургского экономического форума, ведь экономика РФ идет только вверх, и главная проблема – как это все удержать. ВВП в марте вырос на 1,8%, обрабатывающая промышленность на 3%, розничная торговля на 6,2%. Формально это подают как доказательство. Экономика адаптировалась, меры работают, рост есть. VIP-трибунал специально для Путина создают в Гааге. 36 стран подписали соглашение о запуске специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Специальный трибунал становится юридической реальностью. Мало кто верил, что этот день наступит, но он наступил. Путин всегда хотел войти в историю, и этот трибунал поможет ему добиться этого. Он войдет в историю, как преступник. Трибунал нужен потому, что у Международного уголовного суда есть юридический пробел. Он не может полноценно преследовать российское руководство именно за преступление агрессии, пока Россия не признает его юрисдикцию и может блокировать решения через Совбез ООН. Новый механизм должен бить по верхушке, которая принимала решение о вторжении – президенту, премьеру, главе МИД и военному командованию. Но есть нюанс. Пока Путин и Лавров остаются на своих должностях, полноценный заочный процесс против них будет ограничен иммунитетом. Обвинения могут предъявить, но дело, скорее всего, заморозят до момента, когда они потеряют посты. Зато против других фигурантов процесс может начаться раньше. В зоне риска Герасимов, Шойгу и другие высокопоставленные военные, а также представители Беларуси и Северной Кореи, когда будет доказана их роль в войне. Новый военный блок или все еще про экономику? Россия отходит на второй план, пока в Азии строится организация тюркских государств. На неформальном, но не первом, саммите организации предложили, к примеру, выйти в космос всем вместе. Кроме того, ОТГ может начать и военное сотрудничество. Турция готова делиться с государствами-членами нашей организации своим опытом в области разработки военных технологий и развития оборонной промышленности, а также в применении и развитии наукоемких технологий. Но, к примеру, президент Казахстана не согласен создавать такой противовес в регионе. Организация тюркских государств – это не геополитический проект и не военная организация. Это уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран. Организация тюркских государств хочет стать не просто объединением по культуре и языку, а реальным блоком с реальным влиянием. Азербайджан пытается закрепить за собой роль одного из главных моторов этой интеграции. Для региона это означает усиление связи между Турцией, Азербайджаном и Центральной Азией и постепенное появление альтернативы старым маршрутам и центрам влияния и Москве. Бунты в РФ становятся все более реальными. В России снова растет протестная температура. Каждый пятый россиянин уже допускает массовое выступление из-за падения уровня жизни. По данным Левада-центр, таких теперь 20%. Еще 14% считают возможными протесты с политическими требованиями. И это максимум с июля 2024 года. Пока это не означает, что люди завтра же выйдут на улицы. Готовность лично участвовать ниже, 16% в экономических протестах и 12% в политических. Но важен сам тренд. За несколько месяцев стало больше тех, кто вообще допускает массовое недовольство. Россияне все еще боятся выходить на улицы, но все больше людей уже признают, почва под протесты есть.
Россиянам, которые покинули страну, угрожают в Госдуме. Сразу видно, хотят вернуть. А вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Все началось после якобы отправленного женой известного российского актера письма, где опять же якобы была просьба о помощи с возвращением в Россию. Но на это тоже и реакция уже есть, якобы авторов письма. Дима, куда едем? Какая-то странная, Оля, как куда? В ответ на твое трогательное письмо в Государственную Думу мы получили не менее трогательное разрешение вернуться в Москву. Нам осталось 3,5 часа до МКАДа. Ой-ой-ой, пройдемте наконец-то по бульварам. Да. Увидим замечательные счастливые лица. Да, но шутки в сторону, поскольку выяснилось, что многие из наших поклонников утеряли чувство юмора и реальности, должны сказать, мы едем в Тулонщину. В Москве приговорили журналиста Владимира Соловьева к 3 годам колонии. Правда, заочно. Но не того, которому можно материться в эфире и заниматься чернейшей пропагандой. Его полного тезку, журналиста издания «Коммерсант». Его признали виновным в участии в деятельности нежелательной организации фонда Карнеги. Поводом стали публикации, где Соловьев регулярно писал о так называемом Приднестровье. То есть журналистские тексты снова превратили в уголовное дело. Суд также запретил ему 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Напоследок случай в Казахстане, или почему россияне считают, что им все везде должны. Россиянка в соцсетях рассказала, как она пыталась получить банковскую карту в Казахстане в обход запретов. И искренне и матом удивилась, почему у нее это не получилось, и Казахстан оказался непроходным двором. Удивилась настолько, что ее отправили под арест на 10 суток. Странно, почему? Ну что ж, второй день я бегаю по делам с документами для получения зарубежной банковской карты. И, знаете, я себя чувствую узбеком, в России. Меня везде шпыняют, куда-то отправляют, что-то, придите туда, уйдите сюда, вам нельзя, вы не резидент, вы не то, вы не пятый, вы не десятый, вы в рот не ебская. Но у меня просто честно, немножечко, как футбольный мячик, меня везде отфутболивают. Жду ваших комментариев, может быть, вы тоже удивлены. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже вечером.